Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас, что в жизни вашей поменяется со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя, на самое ближайшее время. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой-ой-ой, как интересно. Какой-то праздник, атмосфера праздника, веселья, вкусно, смех. Вам на празднике на каком-то гулять. Либо вас уже пригласили, а вы сомневаетесь, либо вы готовитесь к празднику, либо вас как-то неожиданно на праздник позовут, буквально за руки, за ноги затянут. Очень замечательная атмосфера, вам это надо. Вы прям расслабитесь, стресс снимете. Прекрасное времяпрепровождение. И еще вот мне идет, что какая-то информация придет во время праздника, либо по окончанию этого праздника. Какой-то человек на веселе вам расскажет нечто важное, что-то, от чего у вас прям мурашки по всему телу, и буграшки, и мурашки, все вот вместе как-то побежит. Может быть, это будет признание, может быть, это какая-то тайна, либо какой-то секрет. Вот ради именно даже вот этого секрета, тайны, этого признания стоит пойти на этот праздник. Ни в коем случае не отказывайтесь, а то прям важное упустите. Вы все разные, я не могу сказать, что конкретно, но мурашить вас будет не по-детски. И это не в плохом смысле слова, это вот от неожиданности, от восторга, от удивления. Да, вот такое вот ощущение идет. Мероприятие, праздничное, веселое мероприятие. Даже если просто подружки соберутся посидеть, поговорить, с горячительными, я так понимаю, напитками, идите. День рождения у коллеги на работе, после работы люди собираются, оставайтесь. Если это ваше мероприятие, знайте, что придет информация. Вот прям информация очень важная. Мурашить будет не по-детски. Дальше, мои хорошие, вам будут знаки, видите, вам указывают на кого-то, либо на что-то. 2 раза подряд, 2 знака, либо 2 знаковые ситуации. Но ошибиться точно не получится. Даже если с первого раза не поймете, либо покажется, да, что это какая-то ерунда, то во второй раз все подтвердится. 2 очень ярких, важных, актуальных, судьбоносных знака указывают либо на человека, либо какое-то направление вам указывают, важное направление, либо на важного человека. Не игнорируйте, не заставляйте трижды посылать вам знаки. Знаете, судьба, она ведь такая, она может предлагать и может даже заставлять. Вот, не доводите до того, чтобы судьба вас заставила. Вот знаки, 2 знака подряд показано. Еще какой-то интересный документ вы будете и держать, и читать. Может быть, это какой-то буклет, может быть, это какая-то справка, договор. Что-то вот вы держите в руках, читаете. И когда читаете, у вас улыбка на лице. Может, вам какое-то документальное одобрение придет, либо официальное приглашение придет. Вот что-то, что заставит вас улыбнуться. Вы читаете и думаете: о, как хорошо. А вот это приятненько, да? Может быть, какой-то договор, может быть, какое-то поручительство, что-то вот на бумажке написано, и вы это читаете, вот как предложение, как разрешение, как одобрение, как согласие, да, хороший документ, неплохой. Дальше мужчина с женщиной выясняют отношения. У мужчины такая позиция, вот знаете, вот как-то избежать конфликта, да? Он может говорить, он может соглашаться, он может кивать головой, он может там руку на Библию положить, да, вот, либо на какую-то другую очень мудрую книгу.
Но, девочки, не обольщайтесь, потому что он задумал избежать конфликта, он задумал вас успокоить, он как при своих мыслях остается. Вот. Имейте это в виду. Вроде головой махает, говорит, да, да, как хочешь, по-твоему. Ну а сам другое задумал. На уме у него совершенно противоречивые мысли. Да? Вот прям хитрюшка мужчина. Будьте повнимательней. Убедитесь, что он сделает так, как вам нужно. Либо что он понял, что вы ему сказали, да, что вы от него ждете, хотите. Хитро себя ведет. Да? Это его, наверное, какая-то новая тактика. Да? Только лишь бы не конфликт. Дальше человек Овен, ну, либо в созвездии Овен родился этот человек, под созвездием Овен, ну, либо, возможно, у человека что-то вот есть там, какой-нибудь Баранов, либо характер у него такой вот чистый Овен, огненный, дерзкий, резкий, весь в прыжке. Этот человек буквально к вам 2 руки протянет. Не одну, а 2. Это важно. Это и помощь, и поддержка, и приглашение. И смотрите, не теряйтесь. Это акция разовая. Если вы откажетесь, либо как-то вот видом покажете, что вы сомневаетесь, этот человек больше никогда не будет вам ничего предлагать. Этот человек больше никогда к вам не подойдет. Вот, поэтому имейте это в виду. Этого человека вы знаете, потому что события с правой стороны. Не упустите. Не упустите свой шанс, не упустите свой момент. Я так понимаю, что вы, наверное, будете смущены, да, потому что этот яркий человек либо ничего не проявлял в вашу сторону, либо ничего не предлагал. А тут вот такое событие. Не отказывайтесь. А лучше даже какую-то наигранную радость создайте на лице. Скажите: ой-ой-ой, да ты что, конечно, конечно, я так рада, я так счастлива. Поверьте, вам это на благо пойдет. Так, еще. Здесь у меня корона. Корона как сломанная, погнутая корона. Кто-то не справится со своими должностными обязанностями, либо столкнется с предъявлениями, да, вот какой-то король, либо местная королева, скорее всего, начальник какой-то. Корона погнулась. Корона тяжелой стала. Человек на нервах, либо после каких-то разборок может снять с себя полномочия. Так и сказать, что все, меня все достали, я так не играю, я ухожу. Если у вас есть какие-то нерешенные вопросы, и вам нужно вот действительно там получить подпись, либо одобрение, не откладывайте в долгий ящик, потому что у человека может кризис настать. Да? Человек может психануть и уйти с работы, либо человек может вообще на больничный уйти, причем безвременный больничный, и потом трудно вам будет добиться своего. Имейте это в виду. Да, человека даже могут снять, а на его место не назначить. Либо назначить какого-то валенка, который скажет: а я не буду на себя обязанности брать, да? Я всего лишь ИО. Вот. Это не моя обязанность. Да? Вот как-то так еще может себя повести. Так, еще. Вот здесь какой-то момент хитрости, когда хитрый человек пытается вас во что-то впутать. Запутать, впутать, и так может проиграться. Человек буквально в глаза вам заглядывает, какие-то очень сладкие, льстивые, медовые речи, и буквально вас гипнотизирует. Вот. Поменьше общайтесь с такими людьми, и если чувствуете, что человек действительно начал вот вас гипнотизировать, брать под свой контроль, идите умойтесь, ущипните себя, да, вот боритесь с этим. Да, есть такие люди, которые обладают даром гипноза, либо техникой гипноза. Гипноз, он, у кого-то способности есть, а у кого-то действительно вот люди учатся этому, да, обучаются. Но обычно, да, вот мошенники всякие, там цыганский гипноз есть. Будьте поаккуратнее, да, может быть такой момент. Не дайте себя провести, обмануть, и не дайте себя ни во что впутать, либо на вас что-то переложить такое нехорошее. Дальше птицы. Птицы как будто бы резко взлетают вверх. Вы к кому-то будете обращаться, не к одному человеку, к нескольким людям. Один человек сразу откликнется, а второй, там все понятно, скорее всего, даже как заблокировать может, да.
И имейте в виду, что этот второй давно камень за пазухой по отношению к вам носил. Давно хотел вам насолить, давно хотел вам какую-то, гадость сделать. А вот тот, кто первый откликнется, это ваш настоящий друг, даже если вы не особо дружите, не особо общаетесь. И этот человек за вами и в огонь, и в воду. И даже на жертву может пойти. Вот настолько хороший человек и настолько хорошо к вам относится. Дальше. Глаза. Угу. Держите глаза открытыми. Вот прям как хотите, так и понимаете. Ваши глаза должны быть постоянно открыты. И чем шире, тем лучше. Что-то может уйти, что-то можете не заметить, что-то можете пропустить, не обратить внимания, да? Фокус. Должен быть фокус, постоянный фокус, особенно в ближайшие 72 часа. Вот прям сфокусируйтесь на всем, что происходит. Это тяжело, вы можете устать, но это очень важно. Что-то важное может скрыться. Либо что-то важное вы можете просто упустить и не заметить. Дальше. Вот здесь как счастливый случай, либо какое-то прям везение. Да. Больше, конечно, похоже на счастливый случай. Но вы, скорее всего, подумаете, что это везение. Яркий случай, в руку случай. Случай, о котором вы будете долго вспоминать и обсуждать, с кем-то говорить, перед кем-то хвастаться. Да, возможно, даже ваши друзья будут долго потом вспоминать, что вот так вот случилось, приключилось, что вам повезло. Вот как-то это связано с чем-то материальным, сэкономить деньги, либо получить деньги, либо как-то, подешевле купить, повыгоднее купить. Счастливый случай идет. Маленькая собачка, ее обезьянка обижает. В данном случае, возможно, имеется в виду какой-то ваш знакомый, друг, подружка, кто прям младше вас по возрасту. Либо может даже отыграться как младший родственник и даже ребенок. Обезьянами показывают очень плохих людей, агрессивных людей, людей, которые любят троллить, стебать, издеваться, булить, да. Вот прям надо быть начеку. Ваша помощь, она потребуется. Вы знаете, как с такими людьми справляться, вы умеете такие горячие головы остудить, причем так, что больше не захочется. Единственное, что ребенок может не сказать, да, либо младший может не сказать, друг может, подруга может не сказать, да, просто повнимательней. Дальше. Вы еще можете поговорить со своими детьми, либо с младшими родственниками о том, что нужно себя уважать, и если кто-то тебя обижает, не стесняйся этого, зови на помощь, всегда приду и разберемся. Дальше. Со дня на день. Во-первых, у вас встречи будут. Встречи очень неожиданные, незапланированные. Будет казаться, что это какое-то время странное, интересное, что люди прям, из ниоткуда берутся и встречаются вам на пути. Люди не всегда приятные, но с другой стороны, я вижу, что каждый из этих людей, с кем вы будете встречаться, будет вам что-то раскрывать, о чем-то сообщать, на что-то указывать, даже подсказывать. Поэтому обращайте внимание и будьте внимательны в разговорах. Да, даже если человек вам не очень приятен, все равно выслушайте этого человека. Что-то важное вам будет сказано. А у кого-то из девочек даже как несколько свиданий будет с разными мужчинами. Опять же, свидание. С одним вы назначили свидание, да, он вас уговорил, вы идете. А с другим какое-то спонтанное, стихийное свидание может произойти. Случайно пересеклись, он вас раз в кафе пригласил кофе попить, да, либо чего-то другого. Свидание, опять же, будьте внимательны и слушайте, что вам говорят, потому что люди какие-то болтливые, они рассказывают все, все, что на уме, то и на языке. Может быть, выпившие будут, да, и все расскажут и о своих намерениях, и о своих каких-то целях, идеях, планах. Просто будьте повнимательней. Все можете узнать, за раз можете узнать. Дальше. Вижу, что вы от какого-то человека будете отгораживаться. Прям чем-то таким капитальным отгораживаетесь, как щит какой-то огромный, либо стена какая-то, броня какая-то. А человек, чем больше вы отгораживаетесь, тем больше человек пытается пробиться к вам.
сопротивление, да, будете сопротивляться. Знаете, я так скажу, у человека аппетит разрастается, когда вы сопротивляетесь. Может быть, это касается работы. Может, какой-то оголделый клиент, который вот мне надо срочно, мне надо сейчас. Может быть, это кто-то в личной жизни, может быть, это кто-то из родственников. Но вот чем больше сопротивляетесь, тем больше человек как прям дуреет, да, прет как танк. Имейте это в виду. Дальше, буква «Д». Это может быть имя, это может быть название, должность, место. Вот буква «Д» — ключ. Видите, под буквой «Д» большой ключ. Ключевое событие, либо человек на букву «Д» может вам тайну какую-то откроет, да? Либо посодействует и откроет вам дорожку в будущее, дверку в будущее. Может быть, там, где вот место, да, на букву «Д», название на букву «Д», что-то особенное для вас случится. Потому что работу вы ищете в фирме, которая на букву «Д» называется. И вас туда возьмут и еще на ключевую должность, например. Это такой серьезный знак. Дальше. На работе, скорее всего, на работе, либо у вас, либо у вашего близкого человека. Какую-то тему будут обсуждать. Но я вам так скажу, эта тема очень интересная, такая вот, вызывает живой интерес, но она пустая. То есть то, что будут говорить, это все неправда, это все не исполнится, этого никогда не будет. Дело ваше — пообщаться, проявить интерес, либо просто игнорировать и заниматься своими делами. Мне эта тема идет абсолютно пустой, то есть этого не будет. Это, как, знаете, сотрясание воздуха. Недобрый человек. Знаете, вот какой-то человек с вами несправедливо поступал. Человек, возможно, был неправ в отношении вас. Человек, который меняет лицо перед вами. То есть еще вчера этот человек там грозил вам пальцем и говорил: я тебе устрою Армагеддон, да? А сегодня этот человек вам улыбается, протягивает руки, искренне интересуется вашим здоровьем, вашими делами, предлагает свою какую-то померную посильную помощь. Ну вот прям как переобувается, да, на лету переобувается. И я вижу, что это действительно правда. Человек, возможно, начал осознавать, либо кто-то раскрыл глаза, да, что вот ты там не прав, не права, зря ты обижаешь, человек хороший, а ты вот проблемы устраиваешь. Да? Действительно искреннее желание все между вами поменять в лучшую сторону. Да? Вот как-то так мне идет. Еще показывают вас с вашими, я так понимаю, либо друзьями, либо семьей. И момент, когда принимается какое-то важное решение. Решение непростое, но решение действительно влияющее на будущее. Будут, конечно, сомнения, будут, конечно, какие-то такие вот мысли, наверное, не очень приятные. Но я так скажу, то решение, которое вы примете, оно действительно единственно правильное. В той ситуации, в которой вы оказались, оно единственно правильное. То есть, в принципе, все, что могли, то и сделали. Да? Все, что получалось, то и решили. Кстати, вот по поводу решений. В какой-то момент вам придется очень быстро реагировать и принимать решения. И на вас даже кто-то как давит, да? Вас кто-то заставляет. Либо кто-то кричит: времени нет, быстрее решай, быстрее думай. Да? Вот как-то так, давление, да? Это давление идет. И буквально вы вот пальцем в небо тыкаете, и я вам так скажу, вы угадаете. Угадайте, потому что вы хороший человек, у вас сильный ангел-хранитель. А ангел-хранитель прям навеет, да, в моменте, что выбирать, либо на что соглашаться, от чего отказываться. Даже такое чудесное, удивительное событие. Вы скажете: надо же, точно что-то здесь нечисто, да, либо какая-то мистика, магия, что я пальцем в небо тыкаю и угадываю. Так, вот тут люди что-то приобретают, причем, вот как вы вдвоем, втроем, может быть, будете, что-то будете приобретать, что-то будете покупать. И
Обращайте внимание на чеки, обращайте внимание на ценники, да, потому что вам могут, ну вот как одну цену на ценнике поставить, а пробить совершенно по другой цене. И событие вышло у вас с правой стороны, тут, скорее всего, магазин либо продавец ошибется в вашу сторону. То есть могут меньше денег взять, да. Могут еще быть моменты, что вы получаете сдачу, и человек ошибается в вашу сторону, да, больше, например, дает, чем нужно. Как поступить? Поступите честно. Потому что вот такие вот случайные деньги — это всегда для людей проверка на честность. За вами ангелы наблюдают, за вами высшие силы смотрят. И еще вот у кого-то может отыграться, что это действительно какой-то, не знаю, там, эксперимент социальный, например, да. То есть вас может даже как скрытая камера снимать. Но это у кого-то, у одного может отыграться. Но вот знаете, что нужно будет поступить честно и правильно. То есть вас эта сумма не сделает богатым человеком, да, но в глазах высших сил вы можете проколоться. Вот имейте это в виду. Дальше проблемы со связью. Что-то вот телефон, наверное, интернет, телефон. Могут быть проблемы, и из-за этого что-то может либо сорваться, либо не случиться, либо перенестись. Вот. Знаете, что это не критично, не нервничайте, берегите свои нервы. Такие проблемы не только у вас, но и, я так понимаю, повсеместно у других людей будут. Вот. Ничего страшного. Не вижу здесь каких-то ужасных последствий. Вот вижу единственное последствие — это то, что вы стрессанете, и потом у вас там что-то может болеть, да, либо иммунитет ослабится, не дай бог. Да. Берегите, пожалуйста, свои нервные клеточки. Так, еще. Здесь показывает человека, который будет жаловаться вам лично, либо в вашем присутствии, может, кому-то другому, но вы будете рядом. Человек будет рассказывать, что вот представляешь, обожглась там горячим кофе, либо гладила одежду, ожог получила, либо подскользнулась, больно упала, попа болит, да, либо что-то, рука болит, нога болит. А кто-то придет и скажет: вот у меня там горло болит, ухо болит, что-то еще болит. Кто-то будет жаловаться на недомогание, либо какие-то травмы. Запомните, прислушайтесь. Тот, кто жалуется, это человек вам зла желает. И буквально человеку это возвращается в виде каких-то неприятностей бытового характера, в виде каких-то травм, либо проблем со здоровьем. Это человек вам желает зла. И желает, вот знаете, какими-то посылами, проклятиями, какими-то очень такими жесткими пожеланиями. И даже, возможно, человек что-то вот делал. Обряды, ритуалы, там, шепотки какие-то читал. Но у вас сильная энергетика, и этому человеку вы не по зубам, и человек просто поймал откат. Вот. Не просто так это произойдет, не просто так, да. Буквально вам открывают глаза на того, кто вам вредит, кто вам зла желает. Все, вы понимаете, с кем вы имеете дело, ну а дальше ход за вами. Самый лучший ход — это подальше держаться от этого человека и близко к себе не подпускать. Так, еще флаг. Будет поднят флаг. Но это знамя победы. В каком-то тяжелом бою, в какой-то тяжелой ситуации вы буквально в последние минуты, секунды вырываете эту победу. Флаг такой немножко истрепанный, помятый, истрепанный. То есть тяжело вам дастся эта победа, но она будет сладкой. От этого она станет еще приятней. Прям запомнится вам этот момент. С кем, за что вы будете сражаться, драться, я не могу сказать, вы все разные. Но победа будет за вами. Вот прям в последнюю секунду, в последний момент вы вырываете этот флаг и все, и поднимаете над своей головой. Почему-то усталость пойдет. Может, из-за стресса, может, потому что действительно нужно будет очень много усилий приложить. Но усталость пойдет. Кого-то на работе из вас будут хвалить на словах. Да? Вам будут говорить: ой, какая ты умничка, какой ты молодец, ты наш герой, ты наша героиня.
ты там то, ты там все. Вот. Вы не постесняйтесь в этот момент попросить не только словесную похвалу, но и материальное вознаграждение. Да? Потому что спасибо на хлеб не намажешь. Вот так и скажите. Может быть, ваш этот начальник, либо кто там будет вас хвалить, об этом думал, но в торжественный момент забыл. А так вы напомните человеку: да, я планировал, сейчас тебе премию выпишу, да, либо там какие-то проценты заплачу. Вот. Это не лишнее, это не дурной тон. Надо напомнить. Ну, либо надо, как в шутку сказать, да. Типа вы там так пошутили, красиво, интересно, в точку. Вот, лишним точно не будет. И даже если вы, допустим, работаете сами на себя, занимаетесь каким-то клиентом, клиент доволен вашей работой, вы тоже можете пошутить по поводу того, что слава — это, конечно, хорошо, но хотелось бы в материальном выражении увидеть благодарность. Вот. Никого не обидите, наоборот. Наоборот, тут все хорошо сложится. Дальше. У кого-то зарплата будет. Зарплата. И как только вы зарплату получаете, у вас сразу куча и хотелок, и потребностей, и обязанностей. И вот придется как-то еще и растягивать, распределять свою зарплату. Ну, либо пенсия, да, у кого-то возможно. И еще, мои хорошие, вижу человека, который вам издалека рукой машет. Либо вам привет придет откуда-то издалека, либо человек через кого-то вам что-то передаст. Вот, как напомнит, что ли, о себе. Далекий человек далеко. И у этого человека на вас очень, кстати, серьезные планы. Да, человек там далеко находится, но при этом с вас глаз не спускает. Когда так мне идет. Планы очень серьезные. Я бы даже сказала, судьбоносные, глобальные. Но это потом, в будущем. Сейчас просто придет привет. Какой-то разговор у вас состоится, скорее всего, по телефону, либо в мессенджере. И у вас какое-то такое неприятное, недоверчивое послевкусие. И вы прям почувствуете, да, что человек не договаривает, либо перевирает. Вот вы прям почувствуете. И вы будете правы. То, что вам человек по телефону скажет, смело можно делить на 3. Либо вычитать оттуда ровно половину. Может, хочет произвести впечатление, может, хочет похвастаться, может, наоборот, хочет вас успокоить. Да? И такое может быть. Дальше показывают какого-то вашего родственника, либо ближний, либо дальний, а может быть и ближний, но далеко от вас находится, на какое-то действие решится. Что-то такое сделает, что от него никто этого не ждал. И вы знаете, у вас прям гордость за вашего родственника. Скажете: молодец, все-таки, да, наша порода, наша кровь. Вот как-то так аж просияете, когда узнаете. Да, сильное решение, либо такое прям конкретное, неожиданное действие. Там даже, знаете, смельчаки не решаются, а тут ваш родственник решился. Прям произведет на вас впечатление положительного характера. Дальше какие-то игрушки мне показали. Что за игрушки? То ли вы игрушки будете покупать, то ли вы в игрушки играете, то ли кто-то играет в игрушки, и вас это раздражает. Вот с игрушками как-то напряжение у вас идет, глаз дергается. Может быть, ребенок вам закажет купить какую-то игрушку. Вы начнете искать там в интернете, либо по магазинам. И просто либо не найти, либо деньги космос. И вы думаете: да как так? Это же игрушка. Как такое может быть? Может, вы заиграете в какую-то игрушку и, допустим, весь день потратите. Но, может, ваш близкий человек будет играть в игры и будет вас очень сильно этим раздражать. И вы скажете: да как так? Взрослый человек, ты чем занимаешься, да? Иди мне помоги, либо иди что-то полезное сделай. Дальше показывают, что вы куда-то идти передумаете. Вот уже соберетесь, оденетесь, либо на полдороги свернете с выбранного маршрута. Передумаете, вот как отведут вас. Отведут, да, высшие силы отведут.
чтобы вы что-то не увидели, либо какую-то неприятность не пережили. Вот резко, сами от себя того не ждете, вы меняете свое решение, вы говорите, я туда не иду. Вот сворачиваю, иду в другую сторону. Да, отведут от чего-то, чтобы не увидели, не расстроились, не опечалились, ну, либо чтобы плохого не случилось. Я не хочу каркать, просто я вижу вот такую картинку, что вы резко сворачиваете с того пути, который наметили. И ангелы буквально вот прилагают колоссальные усилия, чтобы это сделать, да, чтобы вас с выбранного пути как-то сдвинуть, да, чтобы вы в то место не попали. Да. Еще рядом с вами какой-то больной человек ходит. Человек болеет. От человека можно заразиться. И это не только про ОРВИ, ОРЗ, грипп. Это что-то еще может быть такое, что прям очень заразное и долго лечится. Не хочу тоже каркать, но имейте в виду, человек рядом и человек даже вот как-то будет объяснять, что я не болею, это аллергия, либо это что-то там, да, вот какой-то он придумает отговорку и прям вот объясняет. И это, кстати, тоже вас заденет. Вы скажете, ну, если ты не болеешь, зачем ты всем нам объясняешь, что ты не болеешь? Да, вот имейте в виду, мойте руки, обрабатывайте руки вот этим антисептиком, либо что у вас там есть, что можно обработать, спирт, наверное, какой-то. И поаккуратней, да, поаккуратней. Человек чем-то болен, и это заразно. И если человек пришел, там действительно сопливит, чихает, кашляет на всех подряд, здесь будет не лишним сделать замечание, либо если ты на работе, обратиться к начальнику с тем, что, что происходит. Человек нас всех сейчас заразит. Вы сидите, например, в одном помещении, воздух циркулирует, все дышат одним и тем же воздухом, да, там бактерии, там вирусы всякие, не дай бог, летают. Что за дела? Чтобы все болели, чтобы все страдали, чтобы все на больничные ушли. Да, нужно сделать замечание, либо сказать начальнику. Не надо с больными контактировать, и в одном помещении тоже не стоит находиться. Так, вот тут у вас лиса. У лисы что-то с хвостом случится. Как, знаете, кусочек хвоста потеряет. И очень сильно испугается из-за этого. Я так понимаю, что лиса близка будет к раскрытию своей личности, потеряет кусочек хвоста. Вот был, да, а тут раз и пропал. Причем навсегда. Как-то вот резко исчезнет кто-то. Знаете, что человек очень хитрый, намерения были дурные. И дурными делами занимался. Но пропал, и слава богу, да. Не жалейте об этом человеке. Наоборот, надо порадоваться. В венце у вас странная картинка. Показано, что вы буквально на кого-то встали. Да, вот как на плечи, на голову кому-то встали. И этот человек поднимается, да, чтобы вот как выпрямиться во весь рост. Я так понимаю, что на кого-то сможете опереться, и не только опереться, а воспользоваться чьей-то помощью, чьими-то услугами для того, чтобы добиться своего, либо дотянуться до желанного. Человек, то ли вы так поговорите, либо человек сам будет предлагать, скажет, давай, наступай на меня, я тебя подниму на своих плечах, да, на голове своей подниму, и ты сможешь получить, добиться. Ни в коем случае не отказывайтесь, для вас это важно. Вот если не этот человек, то никто. Вам реально повезет, рядом с вами окажется честный, справедливый и очень открытый человек, который даже сможет какими-то своими делами пожертвовать, вот лишь бы вам помочь, да, лишь бы вы своего добились. И отказываться нельзя, потому что это неприлично. А с другой стороны, для вас это важно, получить то, что вы хотите. Потом обязательно поблагодарите этого человека. Вот, я вижу, что это начало хороших, таких теплых, дружеских отношений. Возможно, в будущем еще не раз вам этот человек пригодится, либо каким-то другим образом сможет проиграться в вашей судьбе с добротой, с помощью. Поэтому да, надо это ценить. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.